Это удивило многих таджиков. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие предъявы русские кинули нашему народу. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Генпрокуратура России обеспокоена участием граждан большинства постсоветских стран в войне в Украине против российской армии. На встрече 26 июля в Душанбе с генеральным прокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном его российский коллега Игорь Краснов заявил, что привлечение наемников и накачка оружием Украины представляет собой крайне опасную угрозу для стран СНГ, учитывая, что Украина никогда не представляла опасность для стран СНГ. В настоящее время в СНГ входят в 9 больших союзных республик: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Как сообщает российское государственное федеральное информационное агентство ТАСС, Краснов заявил на встрече с Юсуфом Рахмоном буквально следующее: в текущей ситуации, обусловленной событиями в Украине, эти угрозы только возрастают. Сегодня наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Среди них участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов, наркотических средств. По словам Краснова, для устранения этих угроз странам СНГ и правоохранительным органам нужно актуализировать схемы взаимодействия в соответствии с требованиями времени. А как вы думаете, Украина хоть когда-то представляла угрозу Таджикистану или другой любой стране СНГ? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Непонятно, что имеет в виду Краснов и какова была реакция таджикской стороны на эти предложения. Поскольку подробности встречи и переговоров прокуроров в официальной прессе двух стран не публиковались. С начала войны России против Украины, то есть с 24 февраля, власти Таджикистана ни разу публично не выражали свою позицию по этому поводу, и только аналитики и обозреватели предполагают, что эта война не приветствуется политическим руководством Таджикистана. Судя по разрозненным сообщениям СМИ, за последние полгода достоянием общественности стало участие таджиков в боевых действиях как на стороне Украины, так и на стороне России. Несмотря на то, что законодательство Таджикистана считает участие таджиков в зарубежных войнах тяжким преступлением, власти Таджикистана так и ни разу не выразили свое мнение, распространяется ли действие закона на граждан, участвующих в самой страшной войне 21 века в Европе. Пока что эта статья о наемничестве применялась к боевикам и пособникам боевиков ИГИЛ и членам террористических группировок в Афганистане, Иране и Пакистане. Вполне вероятно, что сейчас Россия, которая считает пространство СНГ ключевой зоной своих геополитических интересов, попытается использовать государства-участники СНГ для того, чтобы как-то поддержать свои интересы в этой войне. Российские СМИ также сообщили, что во вторник, 26 июля, в Душанбе Игорь Краснов и Юсуф Рахмон подписали программу сотрудничества между надзорными ведомствами до 2024 года, и это сотрудничество включает в себя совместную борьбу с преступностью и такими угрозами, как терроризм и экстремизм. А как вы относитесь к таким заявлениям со стороны России? Как вы думаете, как на это должен отреагировать Таджикистан? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!